Так, пацаны, сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 17 ноября, короче. Где-то 2-3 дня назад у меня, короче, отвалился амортизатор. То, что это, по Юле. Это о чем-то вам говорит, то, что она хорошо работает, но она слабая, хрупкая, так скажем. И, как обычно, она отвалилась у меня вот здесь. Я думал, пополам она где-то вот здесь треснула. Именно вот эта херня. Бывает то, что она вот здесь трескается, где резьба заканчивается и ломается, и все, короче, утиль. А у меня она просто, короче, вылетела, вот эта херня с этого. Можно ее восстановить, короче, это засунуть обратно туда и с той стороны либо заварить. Лучше, конечно, заварить, потому что завальцовать можно ее, как заклепку. Но она, думаю, долго не выдержит, отвалится, опять же, будет боль. Вот. Я не смог собрать его, потому что у меня нету зажима вот этой пружины, чтобы зажать. А так она длинная, вот, короткая, не хватает. И, короче, я это все дело оставил на потом. И по плану у меня, короче, вот этот обработать поверхность этим смывкой краской и вот это все почистить грамотно и в черный цвет дунуть его, покрасить, потом чехол одеть на него и следующий сезон также на нем кататься. Сейчас у меня стоит от китайца амортизатор, пока вот такой вот. Как ни странно, она бушная, но работает. Это редкость, то что вот эти амортизаторы работают, то что она бывает с магазина, новая не работает. И чё, я все помыл, почистил, только что с мойки приехал, подготовил на зимовку, потому что... Почему так рано? Потому что у меня игольчатый зазвенел уже. Короче, каждый сезон надо менять игольчатый, я всем говорю, кто катается на Ямахе, кто катается на Дио, всем советую тоже, потому что потом, когда рассыпется игольчатый, вам будет затратно, потому что вы будете, возможно, менять поршневую, поршень по-любому. Даже, может быть, вы менять будете коленвал, потому что иголки могут попасть куда угодно, что они могут сделать. Вы сами можете представить, то, что игольчатый в картере болтается и между шатуном там где-нибудь застрянете и все. Вот, у меня зазвенел, звук такой будет, как будто работает, и как будто поршень задевает об головку. Чутка такой звук будет. У меня в практике было то, что на Роксе точно такой же звук был. Я думал, ротор открутился где-то, что-то, ротор проверял, все нормально было. Дальше катался, и спустя, где-то 20 километров, короче, улетело вот это все у меня, разлетелось, и все. Привет, поршневая, привет, коленвал, привет, капиталка мотора. И чтобы не допускать это, я просто, смирился, то что все, для меня закрыт сезон, потому что найти сейчас игольчатый нормальный на нее в Казахстане нереально. Надо заказывать через Скутер Атак. Это очень долго будет, и сейчас у меня с деньгами проблемы, потому что я хочу купить себе автомобиль, чтобы зимой кататься, чтобы дела делать, а скутер будет как летний вариант, летом, чтобы кататься, получать удовольствие, как инструмент для развлечения, короче, слайдер будет. У меня был вариант, то что я для покупки автомобиля, возможно, возьму кредит, потому что у меня денег нету. У меня был вариант, то что отдать слайдер по дешману, либо, поменять на Рокс с доплатой с его стороны. Я долго думал, в итоге нет. Я подумал то, что после слайдера, например, что я возьму? Я возьму максимум Neos, то, что по кузову более-менее там для старта пойдет. Я такой подумал, Neos стоит 300. Так, допустим, и там она стоковая идет. И дальше, капиталка мотора,
тунинг, мунинг, там еще 1400 уйдет. 700. 700 кататься на нем. Нет, не вариант. И другой какой-то кузов после слайдера я себе представить не могу. Утка, вот это все, ну, шлак. После слайдера сесть на утку, это такое себе. Рокс то же самое, просто на нем навалит по прямой, там вилли сидя можно сделать. Всякую херню, короче. А на слайдере можешь что угодно сделать. Кстати, я буйль снял, она на улице валяется. Вот этот чувак пришел. Он, короче, вот этот слайдер поломал. Он виновен, короче. Обвиняемый. Ну все, короче. Сезон закрыт. Вот, блин, сломал скутер. Сейчас бугель, все надо будет, короче, спрятать. А то могут в металл сдать кое-кто. Так что подножку там, болты, шмалты там, все надо спрятать. Чехол у меня благополучно порвался. Вот здесь протер колесом. Короче, помыть можно и использовать дальше, по сути. Потому что с этой дырки попадет максимум там немножко. А вот эта часть, она вся будет защищать. Короче, менять не будем чехол. Кстати, про ремень. Ремень вариатора, который китайский, который V-Belt, что ли. Сейчас я покажу еще раз. Она себя хорошо чувствует. Как поставил про него и забыл. Китай, короче, Китай делает нормальные вещи. Иногда. Team MP делает хорошие запчасти, как говорит Бивиса. Вот. Team MP, как вы понимаете, это дно. Дно. Если ничего нету, то можно Team MP ставить. Короче, вот этот ремень. Так, что у нас написано? Жупинг белт, короче. Упаковка вот этот у меня была. Черная такая, золотистая. Ну, многие знают, короче, в Валбересе есть она. Дешман стоит, короче. Я многие ремни пробовал. Все рвались, все херня была. А этот ремень нормальный, короче. Можете себе ставить на красную торку, на злую поршневую. Она оправдывает себя. Короче, нормально. По новостям чего? По новостям ни хрена. Аварийку я поставил туда. Если вдруг вы не в курсе. Сейчас я покажу. Короче, вот аварийка. Так, вот горит, короче. Вот аварийка. Все, покатался. Все, короче, работает. Все. Тут зарядка есть. Короче, тут уровень зарядки показывает. И потом этот можно сотку заряжать. Удобная вещь. Так. Ну вот эту кнопку я потом уберу. Это для стартера. Крыло от лубуса стоит. Заколхозил, правда. Ну, работает, функционирует. Все нормально. Не планирую ничего убирать. Выглядит чуть-чуть не очень, но нормально. Вписывается, я думаю. Труба заржавела вся. Вот. Зимой почищу полностью, лаком покрою. Шлифанем, полирнем. Пластик тоже сделать надо, крепления все, которые отломались. Спайгу надо сделать нормально. И вроде все. Ну, короче, по плану колокол, сцепление тунинговый ставить. Сцепление стоит 6 Sport Pro. Вон туда надо, короче, пожестче пружину накинуть. Подножки пассажира. Кольца махнуть. Игольчатые, конечно же, поменять. Сальники заказать нормальные. Одна у меня китайская, одна стоит 6 стоит. Так, потом, ну, вилку перед траверсу покрасить в черный цвет. И лягушки поставить. Вроде все. Да, все. Курок поменять, короче. Рычаги. Рычаг поменять.
А подсос херня, там карбюратор надо менять, чтобы подсос поставить, тросиковый такой, который на руль идет. Если кто-то купит этот карбюратор, то я продам и куплю тот, который под тросик. Под тросик, короче. Все. Конец цитаты.